Здравствуйте, это программа «Оккуповані», наш первый выпуск. Меня зовут Денис Казанский, и в этой программе по средам мы будем обсуждать события, которые происходят на оккупированных территориях. Да, в Украине, к сожалению, таких территорий две. Это Восток, это Крым. И поскольку на этих территориях, к сожалению, нет свободных СМИ, то есть там действует тотальная цензура, мы знаем, что там нет возможности никакой черпать оттуда объективную информацию, которая бы подавалась непредвзято, мы стараемся информировать жителей этих территорий, стараемся информировать жителей Крыма и Донбасса. Как я собираю информацию, я думаю, я буду постоянно на этом делать определенный акцент и рассказывать в течение программы. Мы используем социальные сети, мы используем спикеров, людей, которые живут на этой территории. К сожалению, не всегда они готовы говорить открыто, не всегда они готовы себя называть. Но, тем не менее, эти люди, в принципе, тоже им не нравится то, что происходит, они готовы делиться информацией, и мы будем надеяться, что наша программа, она станет своеобразным рупором, голосом свободы. Ее можно смотреть на этих территориях, хотя там не принимают, возможно, телесигнал, но всегда вы можете посмотреть эту программу в интернете. И начнем мы сегодня с событий, которые происходили на Донбассе, причем даже не столько на оккупированной территории, а происходили с участием боевиков, с участием лидера боевиков ДНР Александра Захарченко в Ростове. Несколько дней назад в этом городе, в России, подчеркиваю, на территории города, который принадлежит Российской Федерации, был открыт памятник. Это был памятник, который называется «Памятник героям Донбасса», но понятно, что имеется в виду. То есть это, по сути, был памятник боевикам ДНР. Вы видите как раз вот сейчас на экране церемонию его открытия. Интересен состав людей, которые приехали. То есть там были бывшие полевые командиры боевиков, которые, в общем-то, прославились еще в 2014 году участием в боевых действиях. Был, естественно, лидер боевиков ДНР Александр Захарченко, который там говорил речь. И был Александр Бородай, который, собственно, стоял у истоков этой войны, который приехал в Донбасс специально, чтобы разжигать боевые действия. Вы помните это прекрасно. Он был первым лидером ДНР еще весной 2014 года, несмотря на то, что он гражданин России и москвич. И очень важно, посмотрите вот на эту фотографию, особенно здесь, рядом с Захарченко, стоит Владислав Сурков. Это человек, который работал долгое время заместителем главы администрации президента России. Сейчас он работает помощником президента России, то есть помощник Путина, грубо говоря, да, то есть человек, который, ну, скажем так, один из приближенных, наверное, к Путину. Вот мы видим, что он переговаривается с Захарченко. Он тоже приезжал на эту церемонию. То есть возникает интересный вопрос. Ну, точнее, как бы мы-то уже на него ответ давно дали, но все-таки для тех, кто еще не понял, наверное, этот вопрос еще стоит. А является ли вот та война, которая идет, гражданской? То есть как это пытается постоянно выдать Российская Федерация и на чем постоянно настаивают ее информационные ресурсы. То есть очевидно, что если это и, скажем так, война с элементами гражданской, то, наверное, это самая странная в мире гражданская война, потому что памятники, скажем так, ее солдатам, тем, кто в ней участвует, почему-то открывают в России, а не в Украине, с участием одного из приближенных к Путину людей. И тут однозначно можно как бы углядеть определенные признаки оккупации, да, что Россия, в общем-то, совершенно четко, и Сурков дает понять, что она имеет непосредственное отношение к этому. Во всяком случае, памятники солдатам других войн, в том числе наемникам, а их очень много воевало, вы знаете, что и воевали в Карабахе, и в Приднестровье, и в Абхазии, но почему-то вот этим людям памятники ни в Ростове, ни в каком другом городе России не ставят. А вот почему-то именно боевикам ДНР поставили. Кстати, интересный момент. Эта информация неофициальна. Понятно, что в источниках открытых вы ее не встретите, но это то, о чем все давно знают в Донецке. Владислав Сурков, вот, который сейчас, которого вы видите на экране, тот самый Владислав Сурков, серый кардинал Кремля, он является кумом Александра Захарченко. В 2015 году у Захарченко родился сын, и Сурков
как рассказывают, скажем так, авторитетные источники, он как раз крестил его, и таким образом теперь Сурков и Захарченко, они повязаны вот такими узами, то есть как просто таки классическая мафиозная история. Что еще интересно, что можно отметить, это речь Захарченко. Вот сейчас я хочу, чтобы вы ее послушали, то как раз вот о чем мы сейчас говорим, да, об участии России в этой войне. А вам, братья, большое человеческое спасибо за то, что в 2014-м приехали сотни, тысячи людей, со всех уголков России приехали, откликнулись на беду, на нашу общую беду, стали плечом к плечу вместе с нами и воевали, и до сих пор воюете. Ну, вы слышали, да, эти слова про 1000 людей, которые стали, воевали и до сих пор воюете. То есть, на самом-то деле, никто особенно и не скрывается. Понятно, да, роль России, степень ее участия в этом конфликте. Постоянно об этом проговаривается и Захарченко. В свое время об этом проговаривался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который открытым текстом заявлял, что да, мы ввязались в эту историю на Донбассе, в Сирии. То есть он перечислял войну в Сирии, на Донбассе как действительно войны одного порядка. При том, что свое участие в сирийской кампании Россия, естественно, не отрицает, а участие в кампании, которая происходит на Донбассе, отрицает. То есть официально Россия якобы не имеет к этому отношения. Еще очень интересный момент. Мы здесь видим, что нет Плотницкого. Да? То есть вот в этой тусовке приезжали самые разные люди открывать этот памятник, но не было лидера луганских боевиков Игоря Плотницкого. Захарченко был, говорил речь, хотя, казалось бы, это люди, в общем-то, ну, одного порядка. Да? Но давно уже есть такая информация, опять же, ходят такие слухи, что вот как раз у Игоря Венедиктовича отношения с Александром Захарченко и, соответственно, с Сурковым достаточно прохладные. И вообще в Кремле давным-давно подумывали о том, чтобы его заменить. Я думаю, вы неоднократно слышали такую информацию. Она появлялась так или иначе в СМИ, просачивалась. Но тут возникает другая проблема. Это кадровый голод, кадровый кризис. Кадровый кризис... Сами понимаете, на такие должности почетные, как лидеры сепаратистов, лидеры вооруженных формирований, причем незаконных, не каждый человек готов пойти. И, в общем-то, те, кто готовы, они, видимо, еще хуже, их управленческие качества, то есть сравниться с Плотницким и Захарченко, они не могут, но, в общем-то, приходится поэтому обходиться тем, что есть. И вот еще один, кстати, показательный момент, те же слухи, которые ходят о Захарченко, о том, что его якобы тоже собирались менять, такие слухи тоже регулярно всплывают. И в Донецке есть сразу несколько людей, которые открыто метят на место Захарченко. В отличие от Луганска, в Донецке целая очередь выстроилась. Это в свое время был и Александр Тимофеев, который является там так называемым министром налогов и сборов, а попросту говоря, главным отжимщиком, который отвечает за отжим рынков, чужого бизнеса и так далее. По кличке Ташкент, вот этот человек, он очень и очень метил на место Захарченко. Кроме того, Александр Ходаковский, известный полевой командир, который регулярно критикует Захарченко, у которого достаточно, видимо, серьезная крыша в России, которая позволяет ему делать такие заявления и критиковать, скажем так, своего оппонента. Ну и плюс к тому говорили, что даже Денис Пушилин не лишен таких амбиций, хотя это уже совсем карикатурный и достаточно, скажем так, такой смешной инцидент. Но по поводу Пушилина, кстати, буквально сегодня появилась новая информация, свежая информация. Нужно еще разбираться с этой информацией, то есть к чему это приведет. Но вот под ним, под самим, похоже, зашаталось кресло. Как вы знаете, он, по сути, по крайней мере, по официальной вот этой, скажем так, иерархии он является там вторым человеком, и вот его сняли с должности главы организации Донецкая Республика. Возможно, что и пост так называемого спикера парламента ДНР, то есть главы парламента, он тоже в скором времени потеряет. Ну а мы сейчас будем переходить к другим темам, которые тоже касаются вот непосредственно событий на Донбассе. Вместо Ахметова теперь Курченко.
Сейчас мы будем говорить об экономической ситуации на захваченных территориях Донецкой и Луганской области. Вы знаете, что, ну, наверное, ни для кого не является секретом, что главным олигархом Донбасса, скажем так, наверное, с середины 90-х, является Ренат Ахметов. Ну, по крайней мере, являлся до 2014 года. Мы говорим Донбасс, подразумеваем Ахметов. То есть даже, наверное, скорее эта фамилия, а не фамилия Януковича, была традиционно на слуху. И именно Ахметов воспринимался как, ну, такой неофициальный хозяин Донбасса. Но время Ахметова подошло к концу с началом боевых действий. Произошел такой форс-мажор, который действительно было очень сложно предугадать. Действительно, никому не могло прийти в голову еще в 2013 году, что может ситуация развернуться так, что буквально через пару лет никакого Ахметова в Донецке не будет, что ему будет туда фактически запрещен въезд, что он не сможет там появляться, не сможет появляться на своих предприятиях, а в скором времени и его предприятия уже станут, как говорится, не его, а перейдут в руки других людей. Еще в 2012-2013 году, я помню прекрасно это время, я тогда жил в Донецке, и я помню, какой глыбой такой несокрушимой казался Ахметов. Казалось, что это абсолютно всесильный человек, которому принадлежит буквально все, тем более популярность его была достаточно высока по всем известным причинам, связанным с футболом. Шахтер играл достаточно неплохо, была построена Донбасс-арена, на которой проводились в том числе и матчи чемпионата Европы по футболу. И, конечно, ну, скажем так, Ахметов был один из, наверное, самых признанных в Донецке авторитетов. Но, как вы знаете, ситуация развернулась совершенно неожиданным образом. И изначально много говорили о роли Ахметова, который якобы стоял вообще за сепаратистами, который якобы стоял за образованием ДНР. Но так или иначе, определенную роль, конечно, Ахметов в этом всем сыграл. Мы будем говорить, наверное, об этом прямо. И эта тема отдельная, наверное, большой программы. Это целое расследование о роли Ахметова в образовании ДНР. Но тут очень важно подчеркнуть, что со временем и у него, и у других регионалов, которые тогда, в общем-то, руководили на первых порах этими людьми, многие давали им деньги, вот этим будущим министрам ДНР, так называемым. Вот все эти ребята в конце где-то мая, наверное, вот уже с развертыванием активных боевых действий, потеряли контроль над ситуацией, и когда ребята, которые захватили там власть, лидеры этих всех вооруженных формирований достаточно оперились, обзавелись достаточным количеством оружия, они поняли, что подчиняться бывшим своим работодателям им больше нет никакого резона, они достаточно самостоятельны, и с этого момента Ахметов стал быстро терять власть. Я очень хорошо помню ситуацию, я лично при ней присутствовал, это был конец мая 2014 года, когда толпа людей, вышедшая на площадь Ленина, пошла вдруг штурмом на резиденцию Ахметова. То есть люди решили, кто-то бросил клич с трибуны, люди пошли штурмовать резиденцию Ахметова, и у них на пути в конце концов стал так называемый оплот, батальон оплот, и Александр Захарченко лично. Он тогда там стоял и не пускал людей громить резиденцию Ахметова. Но сейчас настали совсем другие времена, и Ахметов объявлен официально врагом донецкого народа. В марте этого года, 2017 года, у него были отжаты все предприятия, которые находятся на подконтрольной ДНР и ЛНР территории. Конечно, они это называли не отжим, они называли это красивым словом национализация, но все мы понимаем истинное значение этого слова. Конечно, это был действительно просто наглый такой отжим, да, мародерство, можно сказать. И вот тут есть интересный момент, потому что кому эти предприятия достались? Когда их отбирали, был разговор, конечно, ну вы знаете все эти красивые фразы о том, что все это отбирается в пользу народа, что ДНР это республика народной экономики. Были даже такие борды в Донецке, которые вывешивались в самом центре города. Они вот, да, вы видите их на экране. Вот такие именно борды были на, по сути, захваченных, тоже отжатых рекламных конструкциях, на рекламных щитах. И
И получается, что вот все эти красивые фразы, вот эти знамена, вот эти дымящие трубы, все это были, по большому счету, было обманом. Потому что в итоге выяснилось это, в принципе, еще, наверное, летом 2017 года, но чем дальше, тем больше это становится, скажем так, достоянием общественности, что отобранные предприятия у Ахметова и других олигархов перешли в собственность Курченко. На данный момент они управляются такой компанией, как Внешторгсервис. Это компания, которая зарегистрирована вообще непонятно где, у нее какие-то странные корни, то ли она в Абхазской, то ли она в Грозном зарегистрирована. Есть там несколько, скажем так, у нее там сложная структура собственности, это все очень витиевато, и приехали туда, на эту, по сути, в Донбасс менеджеры, смотрящие по этой компании, которые приехали, по большому счету, некоторые из Чечни, приехали россияне, и вот эти люди сейчас управляют отжатыми предприятиями Ахметова. Ну а то, что за компанией Внешторгсервис стоит Курченко, говорят уже открыто. Сначала об этом говорил Александр Захарченко. Были переговоры, телефонные переговоры Захарченко с одним из кураторов в России, который как раз обсуждал с ним вот этот момент. Захарченко жаловался, что предприятие отжал Курченко. Я хочу напомнить, как это было. Давайте послушаем. Ну смотри, пришла бумага. Завтра все предприятия, вот эти, которые у нас идут по списку, должны быть в Москве, на улице Краснопресненская, 12. Это офис компании «Велес», или «Капитал», или «Менеджмент», принадлежащий Курченко. На совещании будут присутствовать люди Курченко по поводу этих предприятий, по списку, по вчерашнему, по которому я просил ничего не делать. Наши действия. Это мы, получается, сейчас для Курченко выбираем предприятия все. Забираем предприятие для Курченко. Но на самом деле это запись разговора Захарченко, она разошлась, она вызвала достаточно большой резонанс, она вызвала обсуждение даже в среде боевиков, в среде сепаратистов, потому что на самом деле ходили такие слухи, но из-за вот этого как раз вакуума, о котором я уже немного сегодня говорил, да, из-за того, что там информационный вакуум на этой территории, из-за того, что люди там лишены возможности получать открытую информацию, они питаются вот такими слухами, и вдруг они услышали разговор Захарченко, который официально признал, что да, мы отобрали все эти предприятия для Курченко. То есть, по большому счету, вся война идет до сих пор и шла все эти годы только ради того, чтобы у Донбасса сменился хозяин, чтобы у предприятий крупной индустрии, которую в свое время получила под свой контроль, взяла компания Ахметова, взяли другие донецкие олигархи, просто сменился владелец. Сейчас эти компании эксплуатируют Курченко, причем надо сказать, что эксплуатируют достаточно плохо. И вот что интересно, Александр Ходаковский, полевой командир ДНР, о котором я сегодня говорил, достаточно влиятельный полевой командир, он открыто об этом написал пост, и он в этом посте написал открыто, что здесь вот Курченко не платит налоги. То есть Внешторгсервис целый год не платил никаких налогов в бюджет так называемой республики. И на самом деле это ведь получилась ситуация еще более усугубилась, потому что если Ахметов был плохой, ну Ахметов при всех его отрицательных качествах, о которых можно долго говорить, все-таки платил какие-то налоги. Ну, бюджет Украины платил, потом, вероятно, наверное, платил и в бюджет ДНР, или, по крайней мере, он возил туда гуманитарку какое-то время от его фонда «Поможем». Но вот Курченко, он, как говорится, вообще решил не заморачиваться, потому что, ну, действительно, а кто ему что сделает? Ведь никаких инструментов регулировать вот эти моменты, да, голосовать за политиков, не голосовать за неугодных депутатов, каким-то образом выйти на митинг, протестовать. Этих всех инструментов демократии в Донецке у жителей Донбасса, к сожалению, нет. И вот тут момент такой, что можно, не захотел платить налоги, да и не плати. И это еще, как говорится, не хуже всего, да, потому что самое отрицательное последствие того, что Курченко пришел и заместил собой Ахметова, это тот факт, что по сути все эти предприятия не работают. Все эти предприятия, которые захватил Курченко, они стоят. То есть работают определенные шахты, но они не дают тех объемов, которые они давали раньше. Сейчас они добывают гораздо меньше угля. Какая-то часть этого угля вывозится через Российскую Федерацию, даже на экспорт. Есть различные мутные схемы, и мы о них вот сейчас поговорим в следующей нашей части, мы к ним перейдем. Но
Факт в том, что ни металлургия, ни машиностроительные заводы практически не работают. Они на очень, скажем так, низких мощностях сейчас вколостую, чтобы просто не закрыться, эти предприятия продолжают как-то существовать. Там есть сокращенная рабочая неделя, там люди работают по сокращенный рабочий день, получают, естественно, урезанную зарплату в российских рублях. И спрашивается, ну, можно в очередной раз поставить вопрос и поставить после него такие 3 точки. А ради чего вообще все это было? И ради чего гибли люди, ради чего столько людей пожертвовало всем, пожертвовало своим имуществом, пожертвовало жизнью своей, ради чего там друг друга убивали, ненавидели соседи, а просто ради того, чтобы один хозяин крупной промышленности, крупной индустрии сменился на другого, и причем еще более худшего, потому что из Курченко пока что управленец очень плохой. Значит, теперь мы переходим как раз к следующей теме, которую я немного проанонсировал. Это тема как раз торговли, да, торговли и различных схем, в том числе и контрабандных, нелегальных, которые на этой территории сейчас действуют, да, и с помощью которых из оккупированной части Донбасса, Донецкой и Луганской областей выводятся какие-то средства, с помощью которых сейчас там зарабатывают деньги те люди, которые эти территории взяли под контроль. В том числе и Владислав Юрьевич Сурков, который у нас сегодня уже фигурировал в нашей программе. Не так давно в Украине, ну и не только в Украине, скажем так, даже на международном уровне вспыхнул такой небольшой скандал, который касался, кроме нас, еще и Польши. Это был скандал, связанный с продажей угля с оккупированных территорий в Польшу, и там вскрылось, скажем так, вскрылся факт того, что там была компания, которая занималась торговлей этим углем, которая этот уголь продавала. Эта компания, как выяснилось, ее название было Don Coal Trade. Эта компания фигурировала в расследовании польских журналистов. И когда в Польше вышла эта публикация, в Украине на нее так отреагировали интересно. То есть она сначала, там несколько дней прошло, а потом почитали у нас эту же статью, кто-то почитал, и стала эта новость распространяться в украинских СМИ, но, скажем так, без каких-либо подробностей. То есть в сюжете говорилось, что вот так и так обнаружилась в Польше компания, которая торговала углем из ДНР, вот он возился через Россию. Но стало интересно узнать вообще, а что это за компания. Когда я открыл этот польский сайт, то обнаружил, что там фигурировало 2 фамилии. Украинские СМИ перепечатывали поначалу почему-то только одну фамилию. Это была фамилия Мельничук. Такой человек с такой фамилией проживал на территории подконтрольной ЛНР. И этот человек является там на самом деле очень влиятельным деятелем, да, скажем так, вот этих сепаратистских кругов, потому что он вообще бизнесмен. Александр Мельничук – это человек, который всегда занимался углем. Он в этих угольных кругах, скажем так, достаточно хорошо известен. Он еще до войны владел рядом шахт, нелегальных шахт, площадок, так называемых угольных складов, владел обогатительными фабриками. И вот, скажем так, этот бизнес, когда все произошло, когда эта территория стала оккупированной, он понял, что из него можно извлекать дополнительный профит, потому что вот это появление линии разграничения, появление новых обстоятельств и торговля между оккупированной территорией Украины, она предполагала как раз в то, что вот люди, которые имеют отношение к угольному бизнесу, стали получать сверхприбыли. Они неожиданно поняли, что они находятся, по сути, в центре вот этих всех финансовых схем этого конфликта. Эти схемы, к счастью, прекратились. Они прекратились после того, как была уже введена блокада этой территории, и Украина перестала оттуда покупать уголь. Но до того, как блокада была введена, эшелоны мотались очень часто. Любой, кто туда приезжал, вы можете посмотреть эти видео, которые снимали журналисты, какой был трафик, как эти вагоны ездили через территорию этого, скажем так, через линию разграничения.
ограничения, как они ездили из ЛНР, ДНР в Украину. И, к счастью, это все прекратилось, но теперь изобретены другие схемы. И что интересно, помимо этого Мельничука, который занимался поставками угля с самого начала, который, по сути, был еще и заместителем министра угольной промышленности ЛНР, если мы можем так сказать, то есть в кавычках, понятное дело. Этот Мельничук оказался вот одним из совладельцев этой фирмы Don Coal Trade, которая фигурирует в польском скандале. Но нам больше, наверное, даже интересен другой ее совладелец. Оказалось, что помимо Мельничука, помимо заместителя министра угольной промышленности ЛНР, этой компанией еще владеет некто Роман Зюков. Роман Зюков – это сын бывшего украинского заместителя топлива, энергетики и угольной промышленности Юрия Зюкова. Вот был такой у нас заместитель министра, а сейчас этот же Юрий Зюков, вы видите его на своих экранах, он является советником министра угольной промышленности уже нынешнего. И вот этот человек, я так понимаю, что до сих пор играет какую-то значительную роль в том числе в украинской вот этом топливно-энергетическом комплексе, в этом управленческой структуре, которая его регулирует. И ну, что тут остается сказать? Да, представьте себе ситуацию, ну, точнее, тут представлять нечего, вы просто вдумайтесь в эту ситуацию, что человек, который является заместителем министра в Украине, в воюющей стране, вместе, ну, точнее, его сын, ну, тут в данном случае, наверное, все понятно, что сын человек, наверное, подставной, а непосредственно настоящий владелец, тот, кто управлял этой компанией, был действительно Юрий Зюков. Так вот, заместитель министра Украины вместе с заместителем министра угольной промышленности ЛНР регистрируют на двоих предприятия в Польше и занимаются вывозом угля в Польшу. Это, конечно, феерическая совершенно история. И можно было бы над этим, конечно, посмеяться, если бы не одна проблема. Потому что вот самое трагичное во всем этом, что смешного ничего нет, потому что война, она шла вот именно в тот период, когда это предприятие там уже существовало, когда Зюков был заместителем министра, когда этот Мельничук там в ЛНР отвечал за эти угольные поставки. Война шла, гибли люди, стороны конфликта осыпали друг друга снарядами, разрушались дома, но вот какие-то господа, как оказалось, могут запросто найти общий язык. То есть явно же между ними не существует никакой ненависти, раз они могут так договориться и могут вот проворачивать такие интересные махинации. То есть возникает тогда вопрос, почему невозможно договориться, скажем так, хотя бы полностью, да, на том уровне, чтобы хотя бы прекратились обстрелы, ради бога. Там, ну, зарабатывать деньги — это, конечно, плохо, но еще хуже, чем вот этих всех коррупционных моментов, это гибель людей. Конечно, это совершенно недопустимо. И что еще хочется сказать о Юрии Зюкове, что вообще этот человек еще и славен, известен тем, что он является также кумом Юлии Владимировны Тимошенко. То есть, а именно недавно, точнее уже около года назад, Юрий Зюков, вы видите его на фото со свечечкой, видимо, человек православный, помимо прочих его достоинств, он вместе с Юлией Владимировной крестил внучку Юлии Владимировны. Таким образом, Зюков является теперь кумом и Юлии Владимировны Тимошенко, и сразу же и дочери Юлии Владимировны Тимошенко. Вот так вот одним выстрелом, можно сказать, убил двух зайцев, если это уместно в данном случае. И опять же возникает вопрос, а зачем Юлии Владимировне такие родственники? Да, вот странный момент, потому что, с одной стороны, мы слышим такую риторику о том, как злочинна влада просто, значит, уничтожает угольную промышленность, как злочинна влада доводит до исступления несчастных украинцев, торгует на крови и так далее. Тут же, ну, явно же Юлия Владимировна наверняка в курсе тех махинаций, которые происходят с участием Юрия Зюкова. Он, кстати, с ней достаточно давно знаком. Еще до 2010 года Юрий Зюков был одним из тех, ну, он возглавлял крупное угольное объединение Ровенки Антрацит, и он был одним из тех немногочисленных менеджеров на Донбассе, кто именно продвигал Юлию Владимировну, кто пытался организовать вот голоса за Тимошенко, кто ее поддерживал, но это, так как вы знаете, не привело к ее популяризации в Донбассе, и там в итоге все-таки за нее так и не проголосовали. И Юрий Зюков
помимо этого, является еще и человеком близким к Наталье Королевской, которую тоже можно вспомнить как депутата и бизнесмена, который активно торгует точно так же с вот этой оккупированной территорией, потому что в ЛНР у Натальи Королевской осталось предприятие, у нее и у ее мужа, оно называется, там есть разные несколько названий, ну, одно из них, например, Салур, ООО Салур, и она, вот это предприятие, оно занимается переплавкой металлолома, цветных металлов. И до начала вот этой блокады, когда уже стало невозможным провозить на эту территорию оккупированную какую-либо продукцию, Наталья Королевская вагонами возила туда, вот на этот Салур, лом цветных металлов, который покупался в том числе в Украине, который, по сути, собирался где-то здесь и в Киеве со станции Дарница в том числе отправлялся на эту оккупированную территорию. И там вот переплавлялся, видимо, на этих предприятиях. Мы не знаем о том, что там происходило, потому что это настоящая черная дыра. Вот, к сожалению, Донбасс мы не можем, да, никакая проверяющая структура туда не может попасть. И сказать точно, что там происходило, мы до конца не можем, но мы знаем, что, скорее всего, продукция этого предприятия дальше переправлялась в Россию. По крайней мере, такие документы в итоге удалось достать. И вот как раз не через неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы этот металлолом уже, видимо, в каком-то переплавленном виде дальше вывозился в Россию, естественно, без всяких пошлин и без уплаты каких-либо налогов. И что интересно, и в случае с Королевской, о котором я писал, в этой статьи есть в сети, их, я думаю, может каждый найти, воспользовавшись Гуглом, и в случае особенно с Юрием Зюковым, который умудрился вляпаться в международный скандал, который засветился в такой сомнительной истории, совершенно, я бы сказал, даже дикой истории, потому что сколько мы говорим о войне, сколько мы говорим о том, какой она нанесла ущерб и нам, и стране, несмотря на все это, никто на эту историю не отреагировал. Вот правоохранители ей совершенно не заинтересовались. Нет подозры, нет, скажем так, какого-то громкого уголовного дела против Зюкова. Хотя, казалось бы, ну, финансирование терроризма и сотрудничество с террористами, сотрудничество с боевиками тут налицо. Почему этого не происходит, сказать сложно. Тут еще можно и такую историю упомянуть, которую, опять же, я узнал буквально сегодня. Что уж говорить о таких людях, как замминистра, да, как Юрий Зюков, если у нас фактически даже мелкие боевики, люди, которые ничего из себя не представляют и которые, казалось бы, не имеют ни крыши, ни денег, чтобы договориться, ни влиятельных покровителей, даже они избегают всякой ответственности. Есть очень известный случай, скажем так, ну как известно, он был в рамках Донецкой области, там был такой человек Виктор Назаров, который прославился рядом скандальных историй из Шахтерска, и он возглавлял потом уже после того, как началась вся эта история, как развернулись все эти боевые действия, этот Виктор Назаров возглавлял по Шахтерску ячейку местной сепаратистской организации, есть его фото, видео, где он в военной форме марширует с оружием, выступает соответствующе там в поддержку ДНР и так далее, фотографируется рядом с Моторолой, с Захарченко, с другими боевиками. И что выяснилось, замечательно совершенно выяснилась история, что этот человек, он строил домик под Киевом. И когда он приехал навестить этот домик, это был 2015 год, его арестовали, около года он просидел. И я очень долго пытался выяснить его судьбу. Я писал запросы в СБУ, в ГПУ, они не хотели отвечать очень долго, присылали какие-то отписки, но в конечном итоге оказалось, что, когда я наконец-то добился от них ответа, оказалось, что этот человек на свободе, претензий к нему нет. Ну, тут остается только развести руками. Я думаю, что, к сожалению, мы вот о многом можно поговорить. Я на самом деле очень много и долго могу говорить о том, что происходит на захваченных территориях, но, к сожалению, у нас подходит к концу наше время, час поздний, и в следующий раз мы уже, скажем так, в следующей нашей программе будем полностью разговаривать о том, что произошло за вот эту неделю, да, что произойдет. Мы еще пока этого не знаем, мы проведем этот обзор. Крым, Донбасс, Донецк, Луганск. Мы будем
будем изучать тщательно то, что там говорят, пишут люди, то, что там происходит. И в конце концов, я думаю, что мы подведем итоги, мы это все обсудим. И так или иначе мы не допустим того, чтобы там сложился информационный вакуум. То есть так или иначе люди имеют знать правду, и мы будем над этим работать. Спасибо за внимание и спокойной ночи.